Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке. Дорогие зрители, гости канала, подписчики, хочу сегодня предложить вам такую тему для гадания. Что он думает о вас? Думает ли он вообще о вас? Давайте посмотрим, что у него в голове, что у него на душе, что на сердце. Пожалуйста, подумайте о своем любимом человеке, либо о том, кто вам очень нравится, кто вам интересен. Представьте этого человека мысленно, либо вслух задайте ему такой вопрос. Что ты думаешь обо мне? Думаешь ли ты вообще обо мне? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим. Думал ли мужчина о вас? Думает ли он вообще о вас? Что он думает? Что на сердце? Что в голове? И что под сердцем? Так, ну что, мои дорогие, вы для него, конечно же, звезда. Звезда пленительного счастья. Здесь к вам огромный интерес и огромное желание. Что мужчина, вернее, да, думает ли мужчина о вас? Да, конечно, он думает о вас. Что он думает о вас? Огромное желание. Желание интимного характера. Либо, кстати, если вы уже в паре, в браке, в отношениях, то что-то прояснить. Вот тут, как бы, знаете, намешалась и ревность, и какая-то капризность, и желание, во что бы то ни стало, призвать вас к какому-то ответу, да, увидеть вашу эмоцию и понять, что, ну, неравнодушен он, да, вернее, вы неравнодушны к нему. Вот такой момент происходит. Знаете, мужчина мнит себя победителем, но вы как-то его всегда опережаете, да, то есть как-то вы на несколько шагов вперед идете, чем он. Его это очень бесит, его очень злит, и хотел бы он быть в этой позиции, да, победителя, вот показывать вот этот огонь в руках, да, что вот я смог, я победил, я крутой, я мужик, у меня там бубенцы, да, громче всех звенят, но не получается, вот не идет и все. Смотрите, у него в голове есть и еще одна женщина, о которой он думает. Я, честно, не скажу по этим знакам, кто это, но похоже, конечно, как на, я не знаю, мама, скорее всего, да, либо какая-то женщина, родственница, может быть, даже бывшая, потому что это женщина, которая вот оберегает ребенка. То есть либо это он, как бывший, да, ребенок, либо это, например, его бывшая, которая оберегает их общего ребенка. Он об этой женщине очень часто думает и считает, что он, ну, скажем так, обязан и понимает, что она тяготит его. Возможно, она вмешивается в ваши отношения, возможно, она до сих пор его там поучает, наставляет, какие-то советы дает. Но, тем не менее, он считает, что вот я должен, я обязан, и я не могу спрыгнуть с этого крючка. А тут прямо реально крючок, потому что вы сами видите, да, женщина такая, пытается его оградить ото всех и ото вся в один момент. Знаете, из-за этой женщины у него очень много головных каких-то болей, да, проблем, и прям он гнется от обязанностей, ответственности, которую она на него накидывает. Здесь, если мама, то невероятно ревнивая, и у нее, понимаете, все женщины, ну, легкого поведения, да, мягко скажем. То есть она всех окрестила, даже не могу подбирать слова, да, гулящими. Вот, и как бы она ему все время об этом говорит. Ему даже невозможно поговорить о вас, либо представить вас, либо что-то доказать, либо что-то сказать. Если вы жена, то она постоянно его накручивает в плане того, что вы, может, там, с кем-то другим, либо рано или поздно от него уйдете, потому что у вас такая природа ветреная, назовем это так. То есть там постоянно идет накрутка, очень глубокая проработка. Если это его бывшая, то здесь не лучшая ситуация, потому что она может к нему находить дорожки через ребенка, то есть вплоть до того, что ребенок может там вам, вернее, ему высказывать, что папа, там, не хочу тебя там не видеть, не слышать, отстань от нас, ты нашел себе там другую женщину, и все деньги на нее спускаешь, либо внимание, либо времени, то есть там, ну, всячески такой, знаете, эмоциональный шантаж, который обычно вот такие женщины через детей делают. А здесь женщина, она такая, ну, наглая, бесстыжая, и
и упрямая. Ее переубедить невозможно, наладить с ней контакт невозможно. Что она может делать? Это тихориться, уходить, но при этом знаете, что прогрызают просто дырки в голове у мужчины. Мужчина, смотрите, она важна, и вы очень важны. Вы к нему, конечно же, ближе, а она, как понимаете, как пятая нога, да, отрезать больно и идти по жизни мешает. Вот такая вот ситуация. У вас, кстати, из-за этого могут быть конфликты и недопонимания. Кстати, может быть, если, например, мужчина не свободен, он к вам очень расположен сердечно, но при этом не может совершать активных действий, потому что вот эта вот жена, скажем так, да, либо бывшая, либо настоящая, он знает, что прилетит. Прилетит очень больно, и не только ему, но и вам. То есть крови попьет конкретно. Смотрите, у мужчины еще к вам такое вот прям предложение есть, но он пока его не озвучил. Предложение, вот он просто мечтает где-то с вами уединиться, куда-то с вами, вот я не знаю, сходить, может быть, на природу поехать, может пригласить вас куда-нибудь на отдых. То есть огромное желание, вот не то чтобы... Конечно, он думает о вас как о женщине, он вас желает, но при этом больше ему хочется, не знаю, вот такая вот идет прям картинка, да, что вы вдвоем, он держит вас за руки, и вы друг другу смотрите в глаза. Вот прям хочется увидеть вашу душу, с вами поговорить, услышать ваш нежный голос. И так, чтобы вообще никто не мешал, вообще нигде и никто. Знаете, он подозревает что-то относительно вас, и его беспокоит мужчина, который рядом с вами крутится. Это может быть ваш какой-то бывший, может быть начальник, может быть даже, я не знаю, сосед, брат, может быть даже. То есть он кому-то очень сильно ревнует. И он ревнует не конкретно, вот как мужчине ревнует, а в целом, да, что вы на кого-то отвлекаетесь, что у вас с кем-то могут быть отношения, и с кем-то вы, например, там общаетесь, не с ним, да, вот не хватает ему от вас энергетики. Еще тут момент идет того, что вы очень общительная, у вас, скорее всего, много друзей, знакомых, приятелей, семья может быть большая. Либо вы вот каких-то постоянно в комьюнити, да, вы заняты, у вас там курсы, кружки, работа, не знаю, вы очень активная получаетесь, очень ревнует, очень. Он, знаете, если он отслеживает вас в соцсетях, подписан на вас, то у него прямо, я не знаю, там, кровью глаза наливаются, когда вы выкладываете каждое новое фото. Он им, конечно же, любуется. Даже больше скажу, скорее всего, скриншотит. У него прям уже подборочка ваших фотографий, скорее всего, есть. Но при этом он понимает, что все это видят, да? Все. И его просто это накрывает. Он считает, что вы должны принадлежать только лишь ему. Понимает, что это, конечно, глупо и абсурдно, и так не бывает. Вы девушка современная, никогда на это не пойдете. Но, тем не менее, вот он прям такой говорит: все, либо моя, либо ничья. Я не могу, я лучше не буду смотреть. Но все равно смотрит, все равно он проверяет. Заходит, кстати, он может там даже с фейковых каких-то аккаунтов, чтобы вы случайно не догадались и не узнали, что он там следил за вами, что он проверял. Так, знаете, тут есть сны. Тут идет момент снов. Снов, где вы вдвоем, вот он, вот вы, между вами чаша любви, и вы ее пьете. И знаете, эти сны, они всегда обрываются на каком-то интересном моменте, да, он не знает, что дальше. Он, конечно, не фаталист, и он не мистик, но, тем не менее, для него эти сны, они очень такие правдоподобные, и он не знает, что это сон, либо это его мечта. Вот, он влюбляется в вас. С каждым новым днем он влюбляется все сильнее, сильнее, сильнее. Так что, мои дорогие, если вы в самом начале, понимаете, что тут любовью, большой любовью пахнет. Я вам вот что скажу. Мужчина к вам очень сильно привязан. Тут духовные привязки очень большие считываются, и карма идет. Понимаете, он по карме к вам пришел. Не просто так он в вашу жизнь зашел, и не просто так он, например, вам понравился. Это его карма, и ему проходить эту карму. Карма здесь достаточно тяжелая и болезненная. То есть он от вас будет принимать уроки, либо из-за вас он будет принимать уроки. Я не вижу здесь продолжений, я не вижу, что будет с вами в ваших отношениях. Это не тема гадания, но я вижу, что это тяжело. Вот ваши отношения даются ему тяжело. Еще раз говорю, либо действительно там мама достаточно такая, знаете, злодейка, которая очень ревнивая, либо это какая-то вот жена, либо бывшая. Ему очень тяжело с вами вот эту чашу любви пить, но очень хочется, очень тянет, очень много
об этом думает и мечтает. Знаете, есть кто-то, возможно, его близкий друг, может быть, даже какой-то вот брат, с кем он говорит о вас. Когда он говорит о вас, он как, не знаю, у него глаза светятся, да, и этот человек, он безумно рад за него, но он дает ему какие-то странные советы из серии того, что этот человек тоже, он то ли ревнивый какой-то, то ли он боится, наверное, таки, да, боится больше за своего друга. И он говорит: ты понимаешь, что она реально крутая для тебя. И то есть есть более, там, скажем, перспективные мужчины, а ты не потянешь, ты не сможешь. Либо там одумайся, у тебя же есть семья, то это твой как бы там крест, тебе его нести. То есть какие-то советы, ну, дурацкие, на мой взгляд. И он этому другу верит. Если мужчина к вам не проявляется, если он к вам, ну, скажем так, морозится, да, вот какой холодный, отстраненный, отдаленный, но вы чувствуете, да, потому что я вижу, что у вас связь-то между вами есть, да, вы вот кармически идете, вы чувствуете, что вы ему нравитесь, что он в вас влюблен. Знаете, что это именно под советами этого дружка непонятного человека. Почему он это делает? Ну, тут как бы, да, нет четкого ответа. Но то, что это идет влияние третьего лица, это точно, причем мужского рода. Это не женщина. Вот женщина отдельно ему мозг выедает, еще этот мужчина подливает масло в огонь. Вашему мужчине очень тяжело, вот загаданному человеку очень тяжело. Я уже не знаю, как он справляется, как он вообще выходит из этой ситуации. Но вот он четко знает, сердце не обманешь. Фотографии. Я вижу, что он постоянно смотрит на ваши фотографии, либо изображения. То есть он думает о вас, он разговаривает с вашими фотографиями, он мечтает о том, что вы сможете быть вместе. Вот прям идет эта картинка, что вы вдвоем где-то на природе и в глаза смотрите и ничего не делаете, просто вот этот взгляд, да, когда видно душу, когда видно сердце и когда чистота ваших глаз его просто наполняет. Вот этот момент все время у него идет. Хотя, еще раз повторю, как женщина, вы ему нереально нравитесь. И знаете, вот он когда там, ну, там мысленно, да, представляет, что вы с кем-то можете там не то чтобы заниматься, да, любовью, но просто там, да, там человек до вас дотрагивается, да, просто там обнимает по-дружески, у него просто все переворачивается. У него, знаете, как бы он теряет равновесие, мир начинает шататься под его ногами. То есть такое болезненное ощущение. Так ему так, прям, знаете, холод по телу проходит, мурашки. И он прям готов, как зверь, да, бежать и, не знаю, там, биться головой об стену, потому что он не может это все изменить. Прям, знаете, мечта такая: украсть вас, спрятать дома, и чтобы вы были только лишь его, и никому больше не принадлежали. Так, еще по мыслям. Знаете, что-то вот эти две плошки, которые здесь вышли, да, они мне говорят о том, что он постоянно вас сравнивает с другими женщинами. И вот прям мысленно, да, вот он где-то там с какой-нибудь там женщиной общается, либо кто-то ему о ком-то рассказывает, говорит, что вот у меня там жена вкусный тортик сделала, а он такой думает: а моя бы, он вас, кстати, моя называет, моя бы там сделала намного лучше, потому что она там талантливая, 5-10. Он вас наделяет теми качествами, которых у вас, ну, попросту, скажем так, нет. Вот вы простите, я не имею в виду, что вы там не умеете тортики делать, я в целом говорю, да. То есть он смотрит там, например, на топ-модели каких-нибудь там, на каких-нибудь там, не знаю, фитоняшек, да, и думает: а вот у моей намного лучше. Ну, как бы да. Главное, чтобы он потом не ставил вам в это претензию. Да, придумал сам, наделил вас какими-то нереальными качествами, потом будет еще претензии может выставлять. Знаете, вот он считает, что вы такая холодненькая, что сердце ваше, оно не в груди, а вот где-то вы его держите, вот видите, в ларце отдельно от себя. И вы специально так сделали, да, что вы вот такая сердцеедка, вы не хотите никому принадлежать. Но он надеется, что все поменяется и что вы сможете, вот прям чудо произойдет. Знаете, вот этот человек, он вообще еще к религии придет. Если он не религиозный на данный момент, то он еще придет. Потому что он уже как бы вселенная все время запрос дает, да. Зачем мне эта любовь, если я не могу ее реализовать? Зачем мне эти чувства, если есть только, например, там ограничения, невозможностей? Знаете, а если у вас вообще в принципе есть муж, тоже такой вот прям момент пришел,
то он вашего мужа просто порвал бы на 1001 кусочек, да, ненавидит просто вашего мужа и страшно ему завидует. Вот такой момент тоже идет. Мои дорогие, мужчина вами болен. Болен он от того, что вот как-то реализация хромает, и это делает его просто разбитым. Хочется быть с вами, хочется любви, хочется счастья. Так, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.